Вряд ли кто-то в Абхазии не знает имени Владимира Никонова, особенно среди тех, кто прошел и пережил Отечественную войну народа Абхазии. Голос этого абхазского левитана с апреля 1993 года сообщал по радио последние новости и каждый раз с упрямством Катона повторял о том, что победа близка. Так и вышло. Запоминающийся тембр его голоса передавал позитивный настрой и на фронт, и в тыл. А стал радиожурналистом Владимир Никонов случайно. Помню, всех театральных людей отовсюду отозвали в распоряжение Абхазского театра. Он тогда готовился выехать в Москву, показать спектакли. Представьте, во время войны, как это важно. Страна сражается, страна во всевозможных блокадах, и вдруг театр едет в Москву и показывает там спектакли. Все, что было театрального, тогда отозвали. Ну и как так, помню, как дисциплинированный актер, я ходил на все репетиции. Валерий Михайлович Кова подошел и сказал: Вов, что сидишь, пойди погуляй. Тут у нас свои дела, ты потом, надо будет, я позову. Вышел на улицу, встретил Светлану Виноровну Курсая. И вот она сказала: я организовываю сейчас такое радио «Голос Абхазии», у тебя дикция хорошая, ты не мог бы попробовать? Я говорю: да, пожалуйста, конечно, почему нет. Приходи завтра, там с редактором познакомишься. Пришел на следующий день на радио, там редактором был, к сожалению, ныне уже покойный Гарри Дорофеевич Дбар. Он меня увидел, сказал: я тебя знаю, пошли. И просто мне дали микрофон в руки и сказали: работай. На самом деле, так дали текст, микрофон, Рая Ажиба, оператор, включила, я начал читать, она удивленно посмотрела, сказала: все, что, давай в эфир. И собственно, так и началась журналистика. Это было 1 апреля 1993 года. Я дату запомнил. 1 апреля легко запоминается, поэтому. На этом театральная карьера Владимира Никонова не закончилась. Он сыграл еще в 3 спектаклях, но потом все же ушел в журналистику. Так, с подмостков театра, который был его мечтой юности, Никонов попал на телевизионный экран. Но именно театр привел его в Абхазию, в театр юного зрителя, куда его направили по распределению в 1985 году. Тогда, как рассказывает Владимир Владимирович, происходящее воспринималось с энтузиазмом, несмотря на достаточную отдаленность Сухума от родной Калуги. Я же до этого никогда не был в этих местах, конечно, это все интересно, это новая страна, новые люди, новая работа. Потом ведь молодость, это же всегда интересно, это всегда хорошо. Потом как-то все-таки я очень любил в годы молодости узнавать что-то новое, открывать для себя новые места, новых людей, путешествовать и так далее. Так что воспринял я это очень хорошо. К тому же тогда еще с горячностью абитуриента думал, что театр – это что-то такое, знаете. А это тяжелый физически изнурительный труд. И потихонечку всегда, понимаете, работа приземляет. Кропотливый ежедневный труд определял будни Никонова актера и Никонова журналиста. Пожалуй, ни одно событие в Абхазии 90-х, начала 2000-х годов не проходило мимо микрофона и камеры Владимира Владимировича. Он брал интервью у видных абхазских политических деятелей. Предпринимаются ли правительством Абхазии какие-то шаги для смягчения ситуации в настоящее время? Безусловно. Ведутся переговоры на всех уровнях, везде, где это возможно, со всеми теми, кто готов нас выслушать. Освобождал Кадурское ущелье. И свершилось долгожданное, поистине историческое событие. В селе Чхалта, над зданием, где еще недавно располагалось так называемое правительство Автономной Республики Абхазия в изгнании, водружен государственный флаг Республики Абхазия. Начало освобождению верхней части Кадурского ущелья положено. Поднимал самые актуальные социальные проблемы на абхазском телевидении Абаза ТВ, у истоков которого и стоял. Но при этом Владимир Никонов никогда не считал себя профессиональным журналистом, как и талантливым актером. Единственным своим даром он называл трудолюбие. Когда ты учишься на 1 курсе, ты считаешь, что ты гениальный актер. Когда учишься на 2 курсе, ты считаешь, что ты талантливый актер. Когда ты учишься на 3 курсе, ты считаешься хороший актер. На 4 средний актер. А когда ты это окончил, ты уже бездарность абсолютно. Так оно и получается, понимаете. Театральную свою судьбу приходилось вырывать, что называется, зубами, потому что есть люди, от природы наделенные уникальными способностями. Им легко дается. А когда не очень этих способностей нет, я имею в виду слух, танцевальные дела, эти атрибуты актерской профессии, которые мне давались крайне тяжело.
Поэтому приходилось все больше, понимаете, что называется, ишачить. Ну и вот это вот умение ишачить, оно как-то перешло потом и в журналистику, и так далее, и тому подобное. В ишачестве, собственно, наверное, и залог всего успеха. Из журналистики Владимир Никонов ушел в 2014 году. Сегодня он главный библиотекарь отдела Книжной палаты Национальной библиотеки. И здесь, как и на телевидении, ему приходится много писать и редактировать. Но все больше тексты других людей. Всем, чем библиотека занимается, всем я тут занимаюсь. Но в основном, конечно, опять-таки вот этой вот канцелярщиной писаниной. Доклады. Ну, например, часто сотрудники библиотеки выезжают на какие-то международные там конференции, надо же выступать с докладами. Ну, как вы думаете, кто автор этих докладов? Не формально настоящий. Ну, вот этим я занимаюсь. Ну, чем еще занимаюсь? Ну, вот, допустим, вот, редактированием вот этого издания, всякими, много дел, Марианна, всем, чем можно. Вот полы я мою здесь сам, вот в этом вот помещении. Потому что как бы с уборщицами проблемно. Там их хватает на первые там 2-3 этажа. Сюда уборщицы не заходят. Я тут полы эти мою. Ну, поэтому всем, чем только можете, тем занимаюсь. Несмотря на большой опыт работы в разных творческих сферах и количество информации, которую Владимиру Никонову пришлось через себя пропустить, делиться ею в форме мемуаров или другого жанра прозы он не намерен. Но все же есть на счету Владимира Никонова своя книга. Он эту работу писательством не считает, говорит, что это в большей степени редактура. Вот, я вот это никому не показываю. Вот тут один человек захотел, чтобы про него я написал вот это вот все. Это никому я пока не он лежат у меня, я их даже, так сказать, в анналы. Но это опять-таки, понимаете, это не писательство, это как раз редактирование, понимаете. Это чисто вот, даже не из-за денег, тут денег никаких, а вот что называется, вот из-за вот этой вот ментальности. Старший человек попросил, ну как ему я откажу? Что касается работы в библиотеке, то, как рассказывает Владимир Владимирович, печально видеть, как востребованная отрасль страдает от недостатка финансирования, как, впрочем, и многие другие в нашей стране. Например, телевидение, где он проработал много лет. Что там, подход государства одинаковый. Молодежь, да, действительно ходит. В основном-то к нам сюда и приходит молодежь. Школьники старших классов и студенты. Да, ну потом еще вот в связи вот с этим, вот, знаете, вот с туристическим бумом, что ли, когда начались вот эти вот экзамены на экскурсоводов и так далее. Очень много, я смотрю, молодых людей сидят и читают именно вот эти вот, краеведческую литературу, видимо, готовясь к экзаменам, но и как-то вот их очень много в последнее время стало. Что, к сожалению, из-за скуднейшего финансирования мы не можем приобретать новинки литературы. У нас фонд в основном старый. Новинок крайне мало. Слишком много у нас отказов, когда человек приходит и говорит, хочу такую-то книгу, а у нас ее нет. Потому что, просто смешные цифры там. Сколько мы, 227 книг, что ли, приобрели за 30 лет. Это крайне мало. Ежемесячно составляем, был запрос на такие книги, отказ на такие-то. Столько-то запросов, столько-то отказов. Столько-то запросов, столько-то отказов. Подводить итоги, как и строить планы, Владимир Никонов отказывается. Говорит, что не хочет смешить Бога. Но кое-какие выводы насчет своей профессиональной деятельности, имея за плечами 36 лет трудового стажа, делает. Понимаешь, в чем моя беда-то, я считаю, по жизни? Что я не знаю своего призвания до сих пор. Для меня вот этот выбор профессии, он какой-то всегда был такой мучительный, случайный, ошибочный всегда. Вот есть люди, которые с детства знают, чем они должны заниматься. Я этого не знаю до сих пор, если честно сказать. Вот как такового вот обделил меня Господь вот этим вот ощущением призвания, понимаете? Поэтому все так, методом тыка, все выбор, случай и так далее. Количество сыгранных спектаклей, отснятых репортажей, написанных страниц, выходов в эфир Владимира Никонова не подсчитаешь. Да и нужно ли? Не все измеряется цифрами, даже если они выглядят так же солидно, как цифра 60. 60 прожитых лет, за которые довелось пройти войну, заслужить орден, прослыть абхазским левитаном и самым большим абхазом среди русских. Марианна Котова, Турника Мичба, Абаза ТВ.